Хотел Киев за 3 дня, а взял в Ротно. Я сам гражданин Туркменистана и воюю в добровольском батальоне, чеченском батальоне имени шейха Мансура. Против диктаторского режима Путина. Аллаху Акбар! Снег. Вот. Аллаху Акбар. Второй есть. Снимаемся. -2. РПГ, Водос. 23 на 24 утром мне сообщили, что Россия, вторглась в Украину. Я сразу же, не в тот день, на завтрашний день пошел в военкомат. Я сказал, эту страну просто оставлять или бросать, или как трус убегать, у меня совесть не позволила. Как можно сказать, если сказать, эта страна нравится, прекрасная страна, люди прекрасно относятся ко мне, и вообще тут меня приняли. И как-то предать и уйти мне не было. И потом я мусульманин. Я должен всегда быть на стороне правды, на стороне притесненного. Россия – это та страна, которая несет за собой террор, диктаторство. А я приехал сюда, и, честно сказать, сразу мне как-то люди тут понравились. Общение, как относятся ко мне. И что я мусульманин, они вообще даже уважают мусульман, и это делают. Я думаю, субханаллах, прекрасная страна, свобода, нет такого беспредела. Беспредела вообще нету. Тут на самом деле даже полицейские так беспредельно не относятся, как уважительно разговаривают. Вообще в Европу попал я. За братьев наших мусульман, за Ичкерию, за Украину, всем вам отомстим мы. Киргизы есть, узбеки есть, многие есть. Но туркменов не видел. Я должен остаться здесь. Соседняя парадная. Побежать. Бахмут. Украина, Бахмут, село Опытное. Как на Новый год прям, 31 числа. Оккупанты, этот путинский режим, который вторгся в Украину, они не погибают, они как подыхает, можно сказать, да, на чужой земле, еще их ужас, там творится, просто тупо лезут, и просто все, просто лезут. Лучше еще раз столько же срок сидеть, чем сюда идти на войну и погибать. 100% тут вагнеровцы пачками гибнут. Много тут и этих. Когда мы тут их стреляем или там лупим, мы там не смотрим паспорт или еще что-то там. Вас пушечным мясом отправляют. Я вам простой пример привожу. Чтобы выявить украинских, откуда стреляет миномет или там же... они 10 вагнеровцев отправляют на пушечное мясо, потом их украинцы лупят, и они сверху смотрят, откуда же били. Вот так же вас будут использовать пушечное мясо. Этот северный сияние не путайте. Меня с чумовиком не путайте. По-любому.
я видел этот ролик, который в мечети призывает там, короче, вот гражданство. Тем, которые идут, чтобы получить гражданство, идут сюда воевать, я вам так скажу, вы зря так думаете, если пришли, тут постреляли и ушли. Нет, тут пачками гибнут, пачками гибнут. Русские сами же убегают, а вы идете за гражданство. Оставьте, лучше держите за свою страну, за свою родину. Приду, убьют, посадят, что делать? Ну не молчать же всю жизнь. Поэтому, если со мной что-то случится, знаешь, так мне даст суждено. Что, мне бояться, что ли, теперь? Им дать власть им? Я, кроме Аллаха, никого не боюсь. А мне нечего угрожать, у меня никого нету. У меня нечего угрожать, у меня никого нету. Все, я все уже ушел оттуда. Мне надоело вот это все, вот этот беспредел. Я тут, нашел себя, познал себя, что такое, я понял, для чего я живу, для чего я был создан. Я был создан для того, чтобы поклоняться Всевышнему, а не поклоняться кому-то там еще что-то, бояться кого-то. Да хватит это. Чтобы что-то изменить, если честно сказать, народ сам должен шевелиться, ну, что-то сделать. Им никто ничего не придет, не сделает. Ну, я только желаю туркменскому народу терпения и, иншаллах, образумятся, и многие поймут, которые те сидят, молчат и встанут, изменят что-то. Наши предки, те туркмены, которые действительно жили верой и традицией, которые жили, да, они видели бы сейчас этих нынешних туркменов, они бы сказали бы, никакое отношение мы к туркменам не имеем. Давайте я выживу, может убьют, может выживу. А потом уже посмотрим, вернусь или останусь. Аллаху алям.